В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Следствие продолжается. Сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия в Дранском следственном изоляторе. Об итогах работы двух крупнейших туристических объектов Абхазии. Специальный репортаж программы. Памяти Юрия Воронова. Открытая лекция в селе Цабал. Сегодня сотрудники милиции провели оперативно-розыскные мероприятия в Дранском следственном изоляторе. Под руководством министра внутренних дел Леонида Дзябшеба с участием первого заместителя министра и других руководителей центрального аппарата МВД был проведен осмотр помещений, в которых содержатся заключенные. В ходе осмотра в большом количестве обнаружены и изъяты предметы, запрещенные к использованию в местах заключения. Министр предупредил всех о том, что в местах содержания под стражей в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений будут регулярно проводиться оперативно-розыскные мероприятия в порядке, предусмотренном законом. Полковник милиции Руслан Джели отстранен от должности начальника СИЗО на время проведения служебной проверки. Приказом министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзябшеба на должность исполняющего обязанности начальника следственного изолятора назначен полковник милиции Тимур Шикерба. Служебное расследование в отношении руководящего состава СИЗО и сотрудников, несших службу в СИЗО во время совершения побега заключенного, продолжается, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц Тхорчалского и Галского районов, ответственных за процесс выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия гражданам Республики Грузия. О предыстории злободневной темы в репортаже Нисфы Аршба. Еще недавно проблема незаконной паспортизации жителей Галского района была одной из главных политиков и абхазского общества в целом. Более того, этот вопрос, по мнению специалистов, экспертов и политологов, стал одной из причин политических событий мая прошлого года, приведших к смене руководства в Абхазии. В июле 2009 года, когда депутаты парламента Абхазии в заседании изменили закон о гражданстве. Изменения коснулись Республики Абхазия, закона о гражданстве Республики Абхазия, принят 2005 года. Поправки внесены Комитетом по законодательной реформе, государственному строительству во исполнение рекомендаций по регулированию правового статуса населения Республики Абхазия на территории, приграничной с Грузией. Закон был принят в окончательных 20 голосах «за» и 11 «против». Принятые парламентом, вызвали протест у оппозиционных сил. Причиной разногласий стал, в частности, вопрос о предоставлении гражданства Республики Абхазия жителям в основном грузинами. Депутаты, ушедшие на каникулы уже на следующий день после принятия поправок, а именно 1 августа, по требованию оппозиции и вернулись на работу. Оппозиция требовала отменить поправки и оставить закон о гражданстве в существующем виде. А вопрос принадлежности жителей восточных районов Абхазии, грузин по национальности, решить другим, менее опасным для Абхазии и ее народа способом. В соответствии с поправкой гражданами Абхазии призвались в Галский район в места своего прежнего постоянного проживания стороннего решения Республики Абхазия о возвращении, за исключением лиц, которые антиконституционными методами выступают за изменение Республики Абхазия, либо за насильственное изменение основ Конституции Абхазии, либо антиконституционными методами существующего государственного строя или связи. Это значит, что в одночасье лица, имеющие
гражданство Грузии, гражданство Абхазии, могли участвовать во всех процессах участия в выборе его будущего. А этого, уверяла оппозиция, под давлением митингующих у стен парламента депутаты собрались на внеочередное заседание, на котором отменили свои поправки в закон о гражданстве. Тогда проголосовали все 27 депутатов присутствующих. В тот же день в парламенте была создана рабочая группа по доработке закона о внесении изменений в закон о гражданстве Республики Абхазия, включив в нее комитет по законодательству, судебно-правовой реформе, государственному строительству и членов парламентской комиссии, подготовившей рекомендации по регулированию правового статуса населения Абхазии, проживающего на территории приграничной с Грузией. Полностью специальный репортаж НИИСФ Аршба смотрите сразу после новостей. Тема незаконной выдачи абхазских паспортов станет и предметом разговора в прямом эфире передачи «Открытый вопрос». Гости студии – заместитель генерального прокурора Амиани Логуа и депутат Народного собрания Аслан Кобахи. 16 декабря в Сухуми пройдет международный форум «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». С обращением к участникам форума выступят президент Абхазии Рауль Хаджимба и советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. На форуме будет презентована стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. В связи с кончиной бывшего министра бытового обслуживания, члена Коммунистической партии Республики Абхазия Раждина Хикуба, распоряжением премьер-министра Артура Миквабия создана комиссия по организации похорон, которую возглавляет Вячеслав Цугба, заместитель председателя Общественной палаты Абхазии. В последнее время в Абхазии наблюдается рост числа трудовых мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них стараются избежать регистрации в соответствующих органах. С целью выявления подобных фактов сотрудники районных отделов Государственной миграционной службы проводят рейды. В одном из них приняли участие и наши корреспонденты. Репортаж Инвера Арджения. Как и по всей республике, в Гудаутском районе очень много трудовых мигрантов. Работают они в основном в сфере строительства. Сотрудники миграционной службы проверяли наличие у трудовых мигрантов соответствующих регистрационных документов и медицинских освидетельствований. Руководитель миграционной службы по Гудаутскому району Бинур Цейба выразил недовольство тем фактом, что работодатели далеко не всегда выполняют свои обязательства. Мы сейчас наблюдаем объект строительства, на котором задействованы иностранные граждане. В ходе проверки было установлено, что данные иностранные граждане, начинают процедуру легализации. Они находятся у нас на миграционном учете. Но вместе с тем хотел бы отметить то, что данный объект, строящийся объект, то есть работодатель, который предоставляет им рабочие места, тоже в соответствии с нашими нормативными документами обязан делать разрешительные документы, то есть должен иметь разрешение на право привлечения данных иностранных работников. Поэтому, пользуясь случаем, тоже хочу обратиться ко всем работодателям нашей республики с тем, что при привлечении иностранной рабочей силы, они обязательно должны руководствоваться теми нормативными документами, которые действуют на территории Абхазии. Нельзя не сказать и о проблемах, с которыми сталкиваются отделы Государственной миграционной службы в районах. Ни в Гагарском, ни в Ачимчирском, ни в Гудаутском районах у них нет служебных помещений, что создает трудности работы. Инвер Арджения, Адуль Абхазское телевидение. В конце года принято подводить его итоги. Мы начали цикл специальных репортажей, посвященных работе районных и городских администраций, министерств и ведомств, организаций и предприятий. Сегодня мы расскажем об итогах работы двух крупнейших туристических объектов Абхазии – Новоафонской пещеры и Ритинского национального парка. Смотрите специальный репортаж Налы Мукпа. Туризм – один из главных составляющих экономики Абхазии. При этом два объекта – Новоафонская пещера и Ритинский заповедник – являются самыми крупными и приносят в бюджет наибольшую прибыль. Туристический сезон 2015-го в Абхазии оказался весьма удачным. Здесь начинается главный и самый популярный туристический маршрут в Абхазии – поход в Новоафонскую пещеру. В разгар курортного сезона карстовую полость посещает ежедневно до 3000 туристов.
Общая протяженность маршрута внутри пещеры 2 километра. Он проходит сквозь 8 залов, стены и потолки которых декорированы натечными образованиями. Художник Гиви Смыр – первооткрыватель этой пещеры. Он первым в 1961 году спустился в провал, который жители на протяжении нескольких десятилетий обходили стороной. Для посещения пещера была открыта только в 1975 году, 40 лет назад. Гиви Смыр с 2001 года является директором комплекса новоафонских пещер. Уходящий год, по его словам, для них был не только рекордным по посещаемости, но и испытанием возможностей комплекса. Итоги этого года очень хорошие, скажем так, но помимо всего этого, это был своего рода мониторинг. Надо, конечно, все силы приложить на то, что... Это уникальное природное образование открыто для посещения туристами каждый день с мая по октябрь. В остальное время пещера работает 3 раза в неделю. В разгар курортного сезона каждые 20 минут вглубь пещеры отправляются экскурсионные поезда. Количество туристов этим летом порой достигало 4000 человек в день. Время незаметно пролетело. Вообще 1,5 часа незаметно. Ну вот сама вот эта вот... Сталактиты, да. Вот какие озера вот эти вот глубокие, смотрели туда вот. Очень понравилось. Еще посетим, еще приедем. Пещера является объектом республиканского значения, приносящей ежегодно государству большую прибыль. Стоимость билета в пещеру 500 рублей. Доходы от их продажи перечисляются в казну, 1/5 остается в районном бюджете. Посетило 384 тысячи человек. Значит, объем, значит, если переводить на финансы, значит, объем 190 миллионов рублей. Значит, из них 76 миллионов рублей, которые мы помогли нашему Гудауцкому району. Вот. А вот такая валовая, что ли, наша прибыль, это 35 миллионов. Максимальное количество туристов в день не должно превышать 3000 человек, иначе может быть нарушен микроклимат полости. С увеличением потока посетителей для Гиви Смыр, первооткрывателя пещеры, сохранение этого уникального объекта в первозданном виде является главной задачей. Поэтому наряду с расширением возможностей комплекса здесь следят и за экологическим состоянием пещеры. Экологи так считают, что та нагрузка, которую мы получаем за сезон летний, значит, зимой это немножко поправляется пещера. Но самое большое количество это 2-2,5 тысячи человек в день посещаемость. Это вот допустимая норма, немножко превышающая норма. Еще один наиболее крупный курортный объект в Абхазии – Рицинский реликтовый национальный парк. Территорией 390 квадратных километров, он расположен в горной местности. Живописнейшая природа поражает красотой не только приезжих. К такой красоте не могут привыкнуть даже местные. Редкие растения, особый климат, красота природы – все это привлекает сюда тысячи туристов. В этом году заповедник посетило более 500 тысяч человек. Этот год Рицинский парк посетило более где-то 560 тысяч посетителей было в парке у нас. Значит, если взять сравнительную такую характеристику, то это за 12, 13, 14 год и половина 11 года. То есть за 3,5 года столько посетила Рицинский парк, сколько посетила в этом году за 1 год наш Рицинский парк. Мы, конечно, ощутимую помощь оказали республиканскому бюджету, местному бюджету. Это порядка более 92 миллионов рублей. Руководство Рицинского заповедника и Новоафонской пещеры ежегодно часть своих доходов направляет на развитие комплекса. Так, в Новоафонской пещере был закуплен новый поезд, а на Рице ведутся регулярные берегоукрепительные работы, ремонтируются дороги и создаются удобства для гостей. Словом, делается все, чтобы привлечь сюда как можно больше посетителей. Хотелось бы, чтобы, посетив Рицинский парк, чувствовали вот национальный абхазский национальный дух. Мы стараемся, для этого работают и художники, для этого работают различные специалисты в области ландшафта. Мы уже купили несколько тракторов, технику, и сейчас новый трактор привозим, мы будем чистить дорогу, и хотим, чтобы нашу зимнюю Рицу, зимнюю сказку увидели все. На новогодние праздники в Абхазии ждут очередную группу туристов, ведь здесь есть на что посмотреть и зимой тоже. Нала Мукпаин Вераджения, Стамур Кожба, Адам Арджения, Абхазское телевидение. Сегодня прошел первый научно-полевой семинар памяти Юрия Воронова. Чтобы еще раз вспомнить, отдать дань памяти видному политическому деятелю Абхазии, ученому кавказоведу Юрию Воронову, студенты исторического факультета АГУ вместе с преподавателями отправились в село Цабал. Репортаж Ренаты Шакая.
Семинар организован по инициативе научно-культурного центра имени Воронова при поддержке ректората Абхазского государственного университета. В нем принимают участие сотрудники Абхазского института гуманитарных исследований, Абхазского государственного музея, а также студенты исторического факультета АГУ. Это у нас не первое мероприятие вместе с Абхазским государственным университетом. У нас были интересные семинары, но это было в рамках аудитории, кабинета. Темы были интересные, посвященные различным памятникам и Ацангуарам, и Абхазской стене, ну, различным и пещерам. А вот сейчас первый раз мы вышли за рамки, за пределы, значит, помещения. Такой у нас выездной семинар, и мы его назвали первый научный семинар, потому что в планах у нас появилась такая идея, что он будет не только первый, второй, третий, четвертый, потому что Кадорское ущелье вообще богато историческими археологическими памятниками. В первые века нашей эры в районе села Цибильда расцвела позднеантичная цибильдинская культура, возникшая под непосредственным влиянием античного мира. Носителями этой культуры являлись апсилы, ранее феодальной абхазской народности. Цибильдинские памятники представляют уникальный по полноте источник для изучения оружия, военного дела, украшений эпохи великого переселения народов на территории Кавказа, Средней и Южной Европы. Одним из самых крупных памятников оборонительного зодчества являются руины крепости, упоминаемой в трудах византийского историка Прокопия Кесарийского уже в VI веке под названием Цибилиум. За крепостными стенами сохранились остатки небольшого храма, подсобные помещения, каменные купели. К сожалению, как оказалось, каменная купель несколько лет назад была разрушена черными археологами. Анакопия – это главная крепость Абхазии, это главная крепость Апсилии. Находится на трассе Великого Шелкового пути, и это основной узел обороны, который охранял этот путь. Это же Великий Шелковый путь шел из Китая в Европу, и мы как бы были посредниками. Тут всю свою жизнь вложил Юрий Николаевич Воронов, я был его заместитель. Мы здесь 15 лет вели раскопки, потом помешала война. Много было планов, и они удавались. И заповедник здесь был, и хотели музей под открытым небом, но, сами понимаете, война. Но сегодня что-то надо делать. Иначе мы будем в долгу перед нашими предками, которые создали такие величественные постройки. Юрий Воронов определил для Восточного Причерноморья и сопредельных территорий на основе памятников Абхазии наиболее узкую границу перехода бронзового в железный век, составил наиболее объективные для своего времени, в основном пригодные и ныне, хронологические схемы для памятников урартского, сфикского, античного, византийского времени. Нашел ключ к датировке VI века, широкого круга раннехристианских церквей и ранневизантийских крепостей Причерноморья типа Цибильдинско археолого-архитектурного комплекса. В процессе так называемого полевого семинара у студентов АГУ была возможность представить свои доклады о Цибильде, о проделанной работе Юрия Николаевича. Как отмечали сами студенты, подобного рода мероприятия очень важны и дают всеобъемлющий охват истории. Этот памятник, который был еще основан нашими предками, очень интересен для студентов, которые не просто проводят лекцию в университете, а именно можно увидеть, ощутить на собственном опыте, прикоснуться к истории. Это очень важно, так как все-таки это закрепляется в голове и лучше понимается, как же все это было устроено. Глядя на это место, все-таки понимается, как сложно было его построить, тем более в VI веке. Труд самих археологов тоже был крайне велик, высок, так как место трудно досягаемое, с копательным, тем более, оборудованием. Как трудно было это все найти. Юрий Воронов прожил недолгую, яркую жизнь. Время, прошедшее со дня трагической гибели, все жестче заставляет ощутить наступивший с его уходом вакуум, но и вместе с тем все явственнее проявляет истинные масштабы его личности и ту выдающуюся роль, которую он сыграл в жизни Абхазии, в развитии ее науки, культуры и общественной мысли, в национальном движении и в строительстве независимого суверенного государства. Рената Шакая, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение.
Полевые занятия в кинологической службе МЧС Абхазии проходят весьма интенсивно. Это нелегкое испытание для самих спасателей и для их четвероногих подопечных. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. На практических занятиях Дик и Леди стараются показать себя с наилучшей стороны. Задача – найти по запаху заблудившегося человека, а обнаружив его, обозначить место голосом до прихода кинолога. Четвероногие спасатели прибыли в Абхазию в феврале этого года из подмосковного Ногинска. Позади месяцы кропотливых занятий и тренировок. Надежды на них возлагаются большие, ведь в экстремальной ситуации соотношение человек-собака идет как 1 к 10. Ту площадь, которую прорабатывает собака, прорабатывала бы 10 человек-спасателей. И собака с этим справляется быстрее. Ароматические палочки на занятиях кинологов – атрибут немаловажный. С их помощью можно быстро и точно определить направление ветра. Ветер в этом деле – компонент определяющий. Благодаря правильной работе с ветром можно очень сильно облегчить стратегическую задачу собаки. Выбрав правильную точку запуска собаки или движение кинолога, можно большие площади проработать за очень небольшое количество времени и весьма эффективно. Особенно это важно в условиях трудного рельефа. Собака-спасатель, помимо отличного обоняния, должна быть выносливой, хорошо ориентироваться в условиях горного рельефа, не бояться воды. По словам кинолога-спасателя МЧС Абхазии Наура Маргани, Леди и Дик хорошо усваивают команды и весьма перспективны. Что же до процесса обучения, то он будет идти по нарастающей. Причем занятия будут проходить и за пределами Абхазии. Мы в дальнейшем, надеемся, еще хотим выехать в Краснодар и дальше там готовиться. Пока для Дика и Леди все происходящее увлекательная игра. Но в скором будущем и от их умения и навыков будет зависеть чья-то спасенная жизнь. Юбилейный вечер, посвященный 60-летию Игоря Хварцкия, прошел в Центральной библиотеке Сухума. Поздравить юбиляра пришли его друзья и студенты филологического факультета. Абхазскому поэту, прозаику, переводчику, члену Ассоциации писателей Игорю Хварцкий исполнилось 60 лет. В разное время Игорь Хварцкий работал корреспондентом Абхазского радио и газеты «Апсны-Общ», редактором газеты «Алашера», сотрудником газеты «Республика Абхазия». Его произведения впервые были изданы в 1980 году. В основном он работает в жанре поэзии и прозы, является автором большого количества стихотворений. Игорь Хварцкий, а также известен как переводчик. В списке переведенных им произведений стихотворения Лермонтова, Пушкина, Искандера. Друзья и коллеги отмечают, что Игорь Хварцкий настоящий профессионал своего дела и во все времена был патриотом своей родины. Давно мы дружим, я внимательно слежу за его произведениями, и более того, он перевел несколько моих стихов. Я не умру и буду вечно жить, пока абхазский мой язык звучит, пока страна Апсны на свете есть, всего превыше чтят абхазы честь. И вот как он перевел: «Еснакс алоцара сыпсдом занцы, адгилаш апши обжиз сир гонцы, адунеич апсны азвах ханацы, апсу и хата ихс хатырла и банацы». Вот талант. Студенты филологического факультета АГУ знакомы с творчеством Игоря Хварцкия. Они хорошо знают его произведения «Гора мудрецов». И, конечно же, каждый из них читал сборник философских материалов «Абхазские сказки и легенды». На юбилейном вечере студенты прочитали стихи Хварцкия. Кто слышал в этот миг? Голос рвался, полный сил, словно выстрел ударял. О молчание древних скал, и ответ мне прозвучал. Кто же нас убил? Игорь Хварцкий поблагодарил всех присутствующих за теплые слова и всех работников библиотеки за столь радушный прием. Царья смерти Мургугохи, Абхазское телевидение.
Сухумская детская хореографическая студия «Яйрума» стала обладателем гран-при конкурса фестиваля «Восточная сказка» в Казани в номинации «Народный танец» возрастной группы 13-15 лет. Специальным подарком от творческого объединения «Триумф» стала возможность участия в международном конкурсе фестиваля «Звуки и краски столицы» в Москве. Победа в таком крупном конкурсе фестивале, как «Восточная сказка», это свидетельство высокого мастерства артистов, их профессионализма. Именно это и показали юные артисты из Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, в воскресенье временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 1-3, днем плюс 10-12 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.